Добрый день, уважаемые коллеги и, возможно, товарищи родители. Мы начинаем вебинар, который посвящен проблеме формирования безопасности поведения обучающихся на дорогах. Цель вебинара заключается в формировании культуры безопасного поведения учеников на дороге и в общественном транспорте. Вебинар проводится, как традиционно, в начале сентября, когда учащиеся после каникул возвращаются в образовательные организации и порой забывают, что такое безопасное поведение на дороге. Сегодня вебинар провожу я, Новикова Ирина Дмитриевна, руководитель Республиканского методического объединения учителей ОБЖ, и Дудырин Андрей Евгеньевич, заместитель начальника профессионального образовательного учреждения Сыктывкарская школа ДОСААФ России. И предоставляю ему слово. Пожалуйста, Андрей Евгеньевич. Добрый день. Хочется сказать прежде всего, что Сыктывкарская школа ДОСААФ России, первоочередная задача – это подготовка молодых людей к службе в армии. То есть мы занимаемся подготовкой по военно-учебным специальностям, и у нас их несколько. Да? Первая военно-учебная специальность – это ВОЗ-837, водитель категории С, ВОЗ-845, водитель категории Д, и ВОЗ-846, это категория СЕ. И с 2016 года начали готовить такую военно-учебную специальность, как ВОЗ-402, это подготовка специалистов подводных и подземных кабельных линий связи. Этот заказ мы выполняем Министерство обороны, то есть обучение проводится на бесплатной основе, но только по приказу военных комиссариатов города Сыктывкара и, соответственно, Республики Коми. То есть с любого района мы можем отучить человека, если у него нет медицинских отклонений, так скажем, да, или противопоказаний, на бесплатной основе мы можем это обучить. Но только по направлению военных комиссариатов Республики Коми. То есть совершенно любого. Обращайтесь сначала туда, а потом они с нами будут связываться и, соответственно, формировать СВАДа и так далее. ДОСААФ, значит, да, расшифровывается как добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. То есть из давних времен мы занимаемся вот этим патриотическим воспитанием молодежи, готовим их к службе в армию. Ну и потом, соответственно, есть такая же деятельность, как коммерческая, так скажем, что для повышения квалификации также готовим водителей всех категорий А, Б, С, Д и Е, соответственно. То есть, на сегодняшний день меня пригласили как провести занятия по правилам дорожного движения, обязанности пешехода и, так сказать, рассказать определенные нюансы, что там есть и как бывает. То есть, начнем с общего, да, то есть дорожное движение у нас формируется с чего? То есть какие три составляющих должны быть, чтобы сформировалось само это дорожное движение. То есть три участника. Первый участник – это сам человек. Второе – это, соответственно, дорожное покрытие или дорога, назовем ее так. Ну и третье – транспортное средство. То есть когда вот эти три составляющих у нас в совокупности вместе находятся, соответственно, это и есть дорожное движение, и человек становится участником дорожного движения. Допустим, сейчас мы находимся в кабинете, соответственно, мы никакие не участники дорожного движения, а просто граждане Российской Федерации. Соответственно, кто такой пешеход? Пешеход, да, это лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге, либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящие на них работу. То есть, понимаете, да, основные такие моменты, что не производят на них работу. Если они производят работу, то это уже будет, так сказать, работники и так далее. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущий велосипед, мопед, мотоцикл, везущий санки, тележку, детскую инвалидную коляску, а также использующие для передвижения ролики, коньки, самокаты и аналогичные средства. То есть отсюда мы понимаем, что если мы на велосипеде не едем, а катим, соответственно, мы становимся пешеходами. Если мы на нем едем, мы кто? Мы водители. То есть пешеходы становимся когда только его начинаем
катить. Соответственно, значит, что у нас касается по правилам пешеходов. Да, первое и самое такое основное, что пешеходы должны переходить дорогу где? По пешеходному переходу. То есть нарисуем схематично перекресток, да, то есть обычный перекресток нарисуем. Схематично, ничего такого сверхъестественного нету. Да, здесь вот. Ну, пешеходный переход у нас как обозначается? Может обозначаться знаками, да, 5.19.1, 5.19.2, человечек идущий, либо в виде разметки, это зебра, все ее знают, тут ничего такого нет. Мы находимся здесь, нам нужно перейти сюда. По правилам дорожного движения, да, как правильно мы должны перейти данный перекресток, чтобы попасть в эту точку. То есть в пункте, да, 4.3 правил дорожного движения написано, да, пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, обозначено. Соответственно, мы идем как? Только по длинному пути. Больше никак. То есть, понимаете, да, если данная ситуация, когда у нас может возникнуть такая ситуация? Зимой, правильно, зимой, весной, когда у нас растаял снег и растаяла разметка и так далее. То есть такие ситуации могут быть? Могут быть. Сразу же, да, вторая ситуация, да, такая же примерная ситуация будет, такой же схематичный перекресток, но небольшие изменения нарисуем. То есть мы также находимся здесь, да, но обозначение разметки находится у нас только вот здесь, а нам надо попасть опять же сюда. Что нам делать в таком случае? Обратно идти домой, сегодня встретимся с человеком, который нам нужен там, и так далее, либо в школу уже не идем и тому подобное. Также в этом же пункте, да, то есть в этом же пункте предусмотрено, что при отсутствии их на перекрестках по линии тротуаров или обочин. То есть здесь переходить дорогу уже можно прямо по линии тротуара или линии обочин. То есть это все в правилах нам разрешается и так далее. То есть, но не путайте, когда имеется разметка либо знаки, то идем по длинному пути. То есть такие мелкие нюансы есть, и поэтому нарушать здесь ни в коем случае нельзя. За это предусмотрена административная ответственность пешеход, то есть ну, незнание, так сказать, правил, да, от ответственности нас не освобождает. Это вот что касается вот такого мелкого, ну, так скажем, определенных нюансов, да. Если же, да, вот, возьмем регулируемый перекресток, да, то есть у нас в центре города, все его знают, улица Первомайская, коммунистическая, перекресток, все знаете. Я надеюсь, что вы все знаете такой перекресток, да. Там в чем особенность, да, у нас таких перекрестков в городе сейчас становится все больше и больше. То есть транспортные потоки отделяют от пешеходов, чтобы более безопасно переходили пешеходы проезжую часть, чтобы разделить поток от пешеходов, чтобы меньше было ДТП, соответственно, более безопасно было. Да? Берем, да, мы здесь знаем, что у нас здесь везде светофоры, да, горят. Ну, то есть, да, когда пешеход имеет право перейти дорогу. То есть везде горят красные, да, соответственно, у пешехода загорается зеленый. Да, я здесь к чему говорю, то есть и все мы, да, и я в том числе бывает, мы переходим дорогу по этому перекрестку, вот Первомайская, да, и Коммунистическая. Как мы переходим эту дорогу? Мы все даже не задумываемся, идем по диагонали, ну, соответственно, в каком направлении, кому как надо, да? А в правилах, да, в правилах дорожного движения написано по диагонали, когда можно ходить. Когда есть во всех направлениях пешеходный переход, либо знаки, либо разметка. То есть это допускается вот так вот делать по диагонали. То есть если при условии, что во всех направлениях имеются знаки, либо разметка. Если чего-то нету, соответственно, по диагонали ходить мы не можем.
То есть, понимаете, да, то есть надо об этом задумываться сейчас, то есть, а не идти как все по направлению. То есть надо посмотреть на обстановку, что, где знаки какие есть, что можно, что нельзя, а не просто идти за всем. Ну, конечно, на коммунистической и первомайской там у нас знаки-то на всех пересечениях стоят, то есть можно ходить по диагонали, но разметка бывает, что, опять же, в определенные периоды времени года не видно, да, допустим, в зимний период, когда свежий снег выпал, соответственно, конечно, там его чистят, но бывают моменты, когда и заметают и так далее. Это что касается регулируемых, да. Но также, да, можно что сказать про регулируемые перекрестки, то есть и пешеходные переходы, да. То есть регулируемые, когда они у нас становятся, когда имеется сигнал светофора рабочая, да, то есть и пешеходная, также когда на перекрестке имеется регулировщик. Во всех остальных случаях считается нерегулируемый пешеходный переход. Соответственно, ну, то есть, и как правильно, да, то есть теперь как правильно нам подходить к пешеходному переходу. То есть в пункте 4.5 на это мало кто обращает внимание, но все же, да, то есть на нерегулируемый пешеходный переход пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как убедятся и оценят расстояние до приближающего транспортного средства и их скорость, и убедятся, что переход будет для них безопасен. То есть что здесь сказано? Как мы должны подходить к пешеходному переходу? То есть мы должны подойти к пешеходному переходу, оценить обстановку и начать переход. Ну, вот, допустим, я тоже являюсь участником дорожного движения в нашем городе, и, соответственно, ну, езжу, смотрю, как кто переходит, разные люди и так далее. То есть, соответственно, значит, смотрите, да, первое, что как бы бросается в глаза, люди идут и просто вступают, даже как бы кивнут направо, налево, и все как бы считают это достаточно. Понимаете, да, то есть пешеход, да, имеет, допустим, среднюю, там, если ребенок там 20-30 килограмм веса, да, автомобиль тонну-полторы, то есть даже с физической точки зрения и инерции, кому легче остановиться? Всегда легче остановиться пешеходу, то есть у него инерция в любом случае меньше, чем автомобиль. Автомобиль мгновенно ни один никогда не остановится. Но, конечно, во всех ситуациях спорных, особенно если у нас, допустим, водитель-пешеход, конечно, всегда виноват водитель. Но, понимаете, то есть, да, он виноват, никто от этого не застрахован, но мы же тоже и участник дорожного движения должны участвовать в нем, а не просто начать и вступить, и я прав, и пусть он делает, что хочет, и так далее. То есть это неправильный, так сказать, немножко подход. То есть, опять же, да, я на некоторых перекрестках в городе Сыктывкаре видел такие надписи, да, 3 всего. Возьми ребенка за руку, убери наушники и убери телефон. То есть, понимаете, да, пешеходы, которые вот тоже смотришь на подрастающее поколение, которое уже так 14-15 лет, кто ходит в наушниках? Да, все практически ходят в наушниках, да, и слушаете, либо по телефону разговариваете, либо слушаете музыку, да, то есть вы теряете слуховое ощущение с окружающим миром. Это очень плохо. Для чего? Потому что вы не услышите, можете не услышать, когда едет автомобиль скорой помощи, или МЧС, или полиция на служебное неотложное задание. То есть и вы вышли, и ему что делать с вами? А вы в наушниках не вовремя услышали, не вовремя приняли определенные действия. Потом тот же самый автомобилист, да, может отвлечься и так далее. То есть немного повернулся в другую сторону посмотреть, и тоже вовремя не успел принять определенные меры, и, соответственно, происходят плохие последствия. И, соответственно, то есть, подойдя к нерегулируемому пешеходному переходу, то есть уберите телефон, выключите музыку, посмотрите по сторонам. То есть и таких детей я тоже вот езжу, встречал, что некоторые стоят до последнего, некоторые выходят сразу. И, соответственно, а откуда они это все берут? Тут пишут черный экран какой-то, пустой черный экран. Откуда они это все берут? Соответственно, да, дети, на кого у нас смотрят?
Естественно, на родителей. Да? Родители, которые дают науку, что в школе научат, в детском саду научат, это всего лишь малая часть. Если родители сами пренебрегают вот этими всеми правилами, соответственно, ребенок, ну, на кого он еще может смотреть, кроме как не на родителя. Поэтому родители тоже обращайте на это внимание. То есть подошли к пешеходному переходу, взяли ребенка за руку, перед тем, как пройти, посмотрели, оценили ситуацию, чтобы переход для вас был безопасен. Это немаловажно, такие моменты, поэтому вот так вот. Потом, допустим, есть такие ситуации, да, которые у нас очень много характерных в России, да, то есть здесь получается, что ну, простая дорога, да, здесь вот пешеходный переход, а здесь остановка маршрутных транспортных средств. Да, здесь останавливается автобус, большой, да, и, соответственно, ну, здесь пешеходный переход, да, то есть человечек, да, то есть останавливается автобус, и, соответственно, что надо делать пешеходу? Вот что делать в данной ситуации пешеходу? Вот здесь едет транспортное средство. Пешеходу надо делать, чтобы водитель его видел. То есть не надо прятаться за автобусом. Надо выходить, убедиться, что автомобиль снижает скорость и, то есть, предпринимает все действия, чтобы остановиться. А не так, что вы пошли, у него уже зона мертвая здесь и здесь. Да? Соответственно, чтобы не прятались вы за автобусом, а выходили на проезжую часть, чтобы вас водители видели. То есть должны работать оба. Не только водитель должен думать, но и пешеход тоже. Необходимо, как говорят специалисты, остановиться, чтобы заново пошло. Видео того, что то есть таких ситуаций у нас много. Также может возникнуть ситуация и обратная, да, то есть здесь же, когда идет автобус или фура, большое транспортное средство, а пешеход у нас здесь находится, водитель встречного автомобиля, у него получается мертвая зона, опять же, да, то есть и пешеход что должен сделать? Убедиться, что водитель его увидел. Водитель, конечно, этого транспортного средства в обоих случаях обязан начать снижать скорость, но и пешеход не должен прятаться. То есть вы должны стать видимы, убедитесь в этом, что вас увидели, вас пропускают и так далее. То есть 20-30 секунд постоять, ничего прям в жизни не произойдет. Ну и отсюда же сразу же следующая ситуация, да, когда у нас происходит предаварийный или, не дай бог, аварийная ситуация. Всегда большая, очень, так скажем, большой процент – это когда мы куда-то торопимся. Когда мы начинаем торопиться, мы начинаем пренебрегать чем? Всем практически начинаем и перебегать пешеходный переход, что категорически делать запрещается. То есть стоять тоже на нем запрещается, то есть переходить надо обычно, да, то есть контролировать и потоки встречного и попутного транспортного средства, то есть оба, да, потока и справа, и слева, так скажем. И, соответственно, переходить, но не медленно, вальяжно, но быстрым шагом, но не бежать. Потому что спешка, и тогда водители у нас тоже бывает, что всегда торопятся, опаздывают, ездят очень быстро и так далее, остановиться не всегда успевают. То есть здесь работа обоих участников дорожного движения, как и водителя, так и пешехода, должна быть обязательно.
Если кто-то чем-то пренебрегает, всегда возникают ситуации, близкие к ДТП, не дай бог, сами вот эти дорожно-транспортные происшествия. Поэтому это работа всех, и родителей в том числе. То есть всегда дети смотрят на родителей, еще раз вам повторяю. То есть возьмите ребенка, уберите телефон, выключите наушники, перейдите, посмотрите. На регулируемых пешеходных переходах сейчас очень просто, да, то есть секундные стрелки горят и так далее. Но если осталось 5 секунд, зачем бежать? Подождите. А через нерегулируемый, конечно, сложнее, надо смотреть потоки, сколько, допустим, тяжелее переходить всего на Коммунистической улице, Октябрьском проспекте, потому что там 6 полос, на Морозово 4 полосы, да, легче, где всего 2 полосы, то есть меньше контролировать надо. Но все равно учиться правильно переходить надо. И возникающие вот такие ситуации тоже надо предвидеть и смотреть, объяснять и так далее. Так, что касается у нас, ну как раз, да, выйдя на проезжую часть, да, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться. Это связано с обеспечением безопасности дорожного движения. Есть такой момент, что если пешеходы начали проходить пешеходный переход, да, на разрешающий сигнал светофора, да, ну вот здесь же нарисуем, и дошли до середины дороги, вот до сюда дошли. То есть по правилам им разрешается здесь стоять. Но это кому не хватает, так скажем, экстрима. То есть вы понимаете, как на середине потока стоять, какие водители у нас ездят быстро и так далее. То есть, но по правилам это разрешается. Лучше, если это будет, конечно, строго безопасности, но в правилах такое тоже имеется, что на двойной сплошной линии можно остановиться и подождать следующего разрешающего сигнала светофора. Так, что касается такого пункта, как световозвращающие элементы на одежде, на рюкзаках, на обуви, да, то есть людей, пешеходов и так далее. То есть на сегодняшний день, нося спортивные вещи, допустим, пуховики, куртки, ветровки, спортивные штаны, да, то есть на всех таких вещах заводами-изготовителями предусмотрены эмблемы, и они световозвращающие. Одна с левой стороны, да, другая на левой руке сзади. То есть это имеется в виду, что есть вот такие моменты, да. Если взять рюкзаки школьные, да, то они тоже все имеют световозвращающие элементы. Но как только ребенок подрастает, человек вырастает, да, то есть имеется такой стиль одежды, когда подросток, там, допустим, даже взрослые люди, да, переходят на кожаные изделия, такие, ну, кожаные куртки, а девушки на шубы переходят, да. В такой одежде, соответственно, ну, куда мы повесим вот эти световозвращающие элементы? То есть они вроде бы должны быть, но ну, куда мы тут их можем зацепить? То есть здесь, опять же, да, и, соответственно, когда мы одеваем вот эти кожаные куртки, потом темные там балахоны и так далее, то есть сейчас осень, да, сейчас осенью начинает темнеть раньше, пешеход становится менее заметен и так далее. То есть, соответственно, одежду тоже выбирайте более такую, чтобы, ну, понятно, что в ярких красках там тинейджер уже не будет ходить, да, подросток, скажем, 16 лет, что он там, ему свой стиль нравится и так далее, но некоторые вещи-то можно подобрать более, так сказать, ярких цветов, чтобы он был более виден. Ну, соответственно, да, то есть, ну, здесь как у нас пишется, что в населенном пункте это рекомендуется иметь, вот эти световозвращающие, а вне населенного пункта в темное время суток обязан иметь световозвращающие элементы. То есть здесь уже никак, если вне населенного пункта идет пешеход по обочине и без световозвращающих элементов, соответственно, его будут наказывать, то есть это и есть административный штраф за это. Соответственно, то есть должны быть, да. Ну, как многие говорят, и везде мы видим тоже, да, в магнитах, в пятерочках, разных магазинах вот эти блестящие элементы со светоотражающими элементами продаются, то есть можно повесить в виде брелка и так далее. То есть это все же для вашей большей безопасности. Дальше, да, такие есть и моменты, как пешеход у нас двигается, где имеет право двигаться, да, то есть по тротуару, по обочине.
А по самому краю проезжей части может двигаться? Да, может двигаться, но только навстречу потоку. Почему так? Чтобы он видел водителя, и водитель видел его. Чтобы в случае каких-то неопределенных обстоятельств, да, человек мог принять меры, ну, по крайней мере, прыгнуть, еще что-то сделать и так далее и тому подобное. То есть, чтобы видеть по обочине и по тротуару, соответственно, вы можете ходить в любом направлении, куда вам угодно. И как бы нет такого, что ходите здесь сзади, здесь спереди и так далее. Так, что касается велосипедистов, которые катят велосипеды, мопеды, мотоциклы, то есть они тоже идут по ходу движения транспортных средств, по обочине, по тротуару. И так, ну, по обочине больше у нас касается, по тротуару, естественно, они как хотят, так и ходят. Так, что еще вам можно сказать? То есть ожидать маршрутные транспортные средства или автомобили, ну, там, такси или школьные автобусы, даже те же самые, да, то есть пешеходу разрешается только где на специально отведенных в этих местах, да, то есть где для посадки и высадки маршрут транспортных средств, да, происходят это места остановок маршрут транспортных средств. Если вы ждете такси, допустим, или друзей, родителей, товарищей, то только на обочине, либо на тротуаре. На проезжей части ожидать и посадку высадку произвести нельзя. Соответственно, только на обочине, на тротуаре и так далее. Если же, да, при приближении транспортных средств, включенных приближенными маячками синий-сине-красного цвета, это спецслужбы наши, да, скорая помощь, МЧС, полиция, да, услышали, да, то пешеход обязан воздержаться от перехода. Если же вы уже на пешеходном переходе, соответственно, надо принять все возможные меры, чтобы его покинуть. Потому что, как правило, как говорится, что кому они спешат, вы не знаете, а вдруг это кто-то из ваших родных и так далее. То есть здесь не надо пренебрегать такими моментами, что они же ведь не просто так включили эти маячки и выполняют свои служебные неотложные задания. То есть вот такое. Так, ну, что можно вам еще тут добавить? В принципе, вы должны запомнить, что и акцент это сделать всем, что на нерегулируемых пешеходных переходах, да, то есть вы можете выходить только после того, как убедитесь, что переход будет безопасен. То есть на это сделайте акцент. И тогда вы сохраните, так сказать, себе спокойное утро, как минимум. Соответственно, предаварийные ситуации, стрессов и так далее, то есть лишних звонков, эмоций и так далее. То есть, и соответственно, да, то есть не торопитесь, да, выходите вовремя, планируйте свое время до школы, до работы, как вы идете и так далее. То есть в основном, конечно, это у нас все идет из-за спешки, когда мы начинаем пренебрегать определенными правилами и так далее. Так, ну что тут еще можно добавить, в принципе? Все, в принципе, вопросы, я не знаю. Звук хороший. Хорошо. Так, Андрей Евгеньевич, а вот иногда в качестве пешеходного перехода используют так называемого вот лежачего полицейского. Но границы пешеходного перехода у нас вызваны только линией разметки, это зебры, да, если нет разметки зебры, то два знака стоят, то есть пешеходный переход 5.19.1, 5.19.2, то ширина становится пешеходного перехода только там, и в эти границы только можно переходить дорогу, соответственно, ну, то есть один здесь рисуется, другой рисуется здесь. И вот это вот получается граница пешеходного перехода. Лежачий полицейский, как правило, рисуется до пешеходного перехода. Ну, то есть у нас в городе сделано достаточно много лежачих перекрестков для того, чтобы автомобили хотя в любом случае снижали скорость, чтобы обезопасить более пешеходов. Но границы
пешеходного перехода вызваны только линией разметки либо знак, больше ничего. То есть по лежачему полицейскому, если он не, как сказать, за границами пешеходного перехода, переходить нельзя. А как должна быть оборудована территория возле школы, где вот порой очень интенсивное дорожное движение, или, например, сельские дети идут в школу, а при этом вот тротуара нет. Бывает ведь такая ситуация. Обочина дороги только. Как вот детям вести себя в таком случае? Ну, как правило, бывает обочины, то есть движение по обочинам разрешается, да, то есть, но безопаснее, конечно, будет идти в ту сторону навстречу транспортному потоку, чтобы еще более его контролировать, рекомендуется, да. Да, если, допустим, хороший вопрос, да, если дорога, да, на достаточно хороший обзор в обе стороны, да, и нет нерегулируемого или регулируемого пешеходного перехода, разрешается переходить дорогу под прямым углом, но при этом не создавая помех движению транспортных средств. То есть все проехали, вы прошли и только под прямым углом. Это разрешается, да. То есть если нет в зоне видимости пешеходного перехода, регулируемого, нерегулируемого, не важно. А вот возле школы, первый вопрос у меня был, какие должны быть знаки, или как должна быть оборудована вот эта вот территория проезжей части рядом со школой? Ну, вообще, там ставится за 100 метров, да, как минимум, предупреждающий знак «Внимание, дети». То есть первый. Потом пешеходные переходы. Соответственно, перед пешеходными переходами на сегодняшний день лежат лежачие полицейские, искусственные неровности они называются, да, и потом оборудован пешеходный переход. Сейчас, да, в виде разметки, если обращали внимание, в городе используется желто-белая такая пешеходный переход, нерегулируемый, регулируемый, неважно, любой пешеходный переход может быть желто-белым, то есть это для более, так сказать, ну, видно, он воображаемый, видно его лучше, желтый и белый, то есть и знаки, соответственно, стоят. Ну а что еще тут можно сделать? Только ничего. Ну и с одним пешеходом, понимаете, у нас вот пешеходы, вот ездишь как раз возле школы, смотрят, есть такая плохая тенденция, да, все идут, так скажем, живой цепью. Вот раньше, да, вот в СССР, когда, соответственно, автомобилей столько не было и так далее, было такое правило, что 4 человека собралось, их пропускают. То есть у нас вот этого почему-то нету. То есть все знают, что по пешеходному они правы, идут живой цепью. Соответственно, это утром происходит, водители тоже начинают нервничать, родители начинают нервничать. То есть самый, конечно, выход из положения, да, сейчас есть в городе, у нас несколько таких светофоров, это по вызову. То есть кнопочку нажали, но возле школы мы все прекрасно понимаем, сколько он проработает. Дай бог бы день проработал. А так как бы самый выход из всей вот этой сложившейся, это светофор по вызову. Кнопочку нажал, то есть во всех цивилизованных странах так во многом есть. У нас в городе таких два. Один на Морозово, один возле Максаковки. Ну, не Максаковка, Краснозатон. А у нас как бы еще вот в этом плане, мне кажется, плохо с исполнительностью и так далее. То есть, ну, что мы можем поделать? Правила, люди идут и живой цепью. Ну, то есть везде нужно учитывать свои какие-то особенности данного региона, муниципалитета и территории вокруг школы. Политики ГИБДД. Ну, чтобы учитывать политику ГИБДД, нужно, наверное, чтобы представители этой организации чаще приходили в школы и объясняли, и проводили занятия и с учителями, и с родителями, выходили на родительские собрания и приходили детям в классы. Ну, насколько я знаю, что ГИБДД такую работу ведет, ходит по школам, по классам, но это ведь мало. Это ведь мало. Родители тоже сами должны в этом сильно участвовать. То есть дать на опыт в школе, детскому саду, что ребенок научится переходить, это мало. Все равно он будет смотреть, как вы это делаете. Понимаете? То есть надо ставить себя пример и с себя начать правильно делать. Ну, любую ситуацию, допустим, до пешеходного перехода метров 30, да, двухполосная дорога, а дом от пешеходного метров 80 будет. Кто из родителей пойдет до пешеходного перехода, перейдет, а потом еще возвращается? Многие переходят в неположенном месте, соответственно, и ведут за собой ребенка. Ну, вот так вот.
Спасибо, Андрей Евгеньевич. Было очень интересно. И, например, я даже сама узнала, как нужно правильно переходить пешеходный переход. Серьезно, некоторых нюансов мне было неизвестно. Поблагодарим Андрея Евгеньевича. И я думаю, что такие вебинары такого рода мы еще продолжим, потому что транспортные средства развиваются, модернизируются. Да, к сожалению, уровень культуры поведения на дорогах у нас остается еще недостаточно высоким. Да, хорошо. Спасибо за ваши отзывы. Один участник вебинара написал, что доволен услышанным. Да? Но если какие-то технические проблемы возникали, то они были все-таки, скорее всего, обусловлены особенно техническими проблемами на местах участников вебинара. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Всего вам доброго. Безопасности на дорогах. До свидания.